Здравствуйте! После небольшого перерыва мы вновь рассказываем вам о событиях в культуре. Одним из них стал, безусловно, приезд Стинга в Казань. 2 июля в Татнефть-арене он дал концерт, который надолго запомнится его поклонникам. На одной сцене с живой легендой выступил оркестр Татарского театра оперы и балета. Казань была взбудоражена новостью о приезде Стинга. Наконец это произошло. Англичанин в Нью-Йорке дал концерт в заполненной до отказа Татнефть-арене. Публике была представлена программа «Симфони Сити», специально для которой мировые хиты Стинга были переработаны для исполнения симфоническим оркестром. Чести выступать с суперзвездой удостоились музыканты оркестра Татарского театра оперы и балета под руководством дирижера Сары Хикс. Во время концерта Стинг не раз похвалит казанских музыкантов за отличную работу. Стинг исполнил более 20 песен, каждая из которых завершалась шквалом аплодисментов. Публику переполняли эмоции, не говоря уже о казанских музыкантах, которые, как выяснилось позже, долго не могли уснуть после пережитого концерта. Впечатления остались очень хорошие. Было очень здорово, был кураж, было просто здорово. Все-таки музыкант такого уровня, Стинг, приезжает не во все республики России. То, что он выбрал Казань, Татарстан, это, конечно, здорово. Впечатление самое незабываемое. Это просто, знаете, был экстаз. Было слияние нашего коллектива с его коллективом. Гордость за своих музыкантов, огромная гордость за солистов, за Аяза, который блестяще сыграл свое очень сложное соло. И на скрипке, за Альберта, за Диму деликатно на трубе. Это было столько драйва, это было столько энергетики, и трудно предположить было, что всего лишь один человек может поднять весь наш коллектив. Потому что у нас было огромное количество возможностей играть с мировыми звездами. Но это были классические звезды, и оперные, и балетные, но такого уровня у нас не было, конечно. По условиям организаторов концерта операторам можно было снимать только первые 2 песни, затем их попросили удалиться. Тем временем в интернете уже завоевали популярность видеокадры финала концерта Стинга в Казани, снятые поклонниками певца. Знаменитая «Роза в пустыне» в исполнении Стинга взорвала зал. Из переполненного танцпола поклонники прорвались в вип-зону и заполнили все стоячие места возле сцены. Это был пик концерта Стинга в Казани. Поклонники несколько раз заставили выйти Стинга на бис, после чего легендарный певец сказал слова благодарности и удалился. Ошеломленные зрители, поняв, что концерт завершился, медленно двинулись к выходу, рассказывая друзьям по телефону о потрясающем концерте, который навсегда останется в их сердцах. Почти 100 тысяч зрителей за прошедший сезон посетили Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Средняя наполняемость зала составила 95,54%. Об этом было заявлено на пресс-конференции, которая состоялась в информационном агентстве «Татаринформ». Театр завершил 72-й сезон 7 июля оперы «Аида» Джузеппе Верди. За сезон репертуар театра пополнился 3 новыми спектаклями. Это оперы «Лючия де Ламурмур», «Кармен», а также восстановленный балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина в хореографии Владимира Васильева. С большим успехом состоялись Шаляпинский и Нуриевский фестивали. Как вы считаете, чем обусловлен вот такой успех Татарского театра оперы и балета? Одним словом скажу – качество. Этим все сказано. Но если раскрывать скобки, то, конечно, для меня лично был немножко удивительно нынче. Практически за 2 дня были проданы билеты на Нуриевский фестиваль. Это
Для меня, вот для самого человека, этим занимается 29-й год, какой-то, вот понимаете, происходит какой-то качественный скачок. На этом я прощаюсь с вами. Программа «В культуре» уходит в летний отпуск. До новых встреч на сайте агентства «Татаринформ». С вами была Люция Камалова. До свидания.